Когда Фрэнк наконец приземлился в Якутске, реальность ударила его по лицу в буквальном смысле. Каждый холодный глоток воздуха просто причиняет боль, признается он, едва выйдя из терминала. Его носовые волоски замерзли мгновенно, а дыхание перехватило. Для неподготовленного туриста это шок. Местные минус 50 градусов – это среда, где человеческое тело с трудом может функционировать, а конечности рискуют замерзнуть менее чем за 10 минут. Блогер был поражен тем, что в этом городе живет 300 тысяч человек, которые добровольно выбирают проводить 3 месяца в году в условиях экстремальной заморозки. Городская жизнь Якутска показалась гостю сюрреалистичной картиной из постапокалипсиса. Первое, что бросилось ему в глаза – автомобили. У отеля стояли десятки машин с работающими двигателями, хотя внутри никого не было. Если оставить машину в минус 47 градусов Цельсия на 20 минут без работающего мотора, масло замерзнет, и вы больше не сможете ее использовать, объясняет Фрэнк своим зрителям. Он был впечатлен местным изобретением – Наташей, специальным портативным гаражом-одеялом, которым укутывают машины, чтобы сохранить тепло. Те же, кто побогаче, используют отапливаемые гаражи, отправляя авто в зимнюю спячку. Прогулка по городу превратилась в гонку на выживание. Фрэнк быстро усвоил главное правило пешехода в Якутске – культура светофора. Здесь люди рассчитывают время подхода к переходу так, чтобы не стоять на месте в ожидании зеленого света. Если ты стоишь неподвижно около 40 секунд, у тебя начинают адски мерзнуть ноги и нос, отмечает он. Даже съемка видео превратилась в пытку. Каждые 15-20 минут ему приходилось забегать в тепло, чтобы отогреть побелевший нос и пальцы, так как риск обморожения был реальным и пугающим. Если проигнорировать это и ничего не делать, это может перерасти в черное обморожение, и тогда часть носа просто придется ампутировать. С тревогой говорит блогер, постоянно растирая лицо. Особое внимание гостя привлекла местная инфраструктура, адаптированная под вечную мерзлоту. Его удивили трубы, проложенные над землей, что для европейца выглядит дикостью. В Нидерландах все аккуратно спрятано под землей, а здесь трубы – это часть пейзажа, потому что под городом лежит слой льда толщиной 300 метров, рассказывает он. Этот ледяной фундамент диктует свои правила даже для мертвых. Посещение кладбища стало одним из самых мрачных моментов поездки. Чтобы выкопать могилу, рабочим приходится жечь уголь сутками, прогревая землю слой за слоем. Весь процесс занимает около недели. Но самым ярким впечатлением стал поход на знаменитый рыбный рынок, который работает как гигантская естественная морозильная камера. Блогер был в шоке, увидев продавщицу, которая стоит на улице по 12 часов в день. На ней 7 слоев одежды. У нее буквально ледяные сосульки на ресницах. Восхищается он стойкостью местных женщин. Там же он попробовал местный деликатес – строганину, сырая замороженная рыба, которую можно есть сразу, так как холод убивает всех паразитов. Это просто каменная рыба, но на вкус как кибелинг, голландская закуска. Резюмировал он свой гастрономический опыт. Не обошлось и без экспериментов. Попытка поиграть в футбол закончилась фиаско. Мяч просто разбился на куски от удара, так как холод снизил внутреннее давление и сделал материал хрупким, а мокрая футболка превратилась в твердый щит всего за минуту. Кульминацией поездки стало безумное решение искупаться в проруби при температуре воздуха минус 48 градусов. Вода теплее, чем воздух. Но самое сложное – это вылезти. Дрожащим голосом комментирует Фрэнк перед прыжком. Этот опыт едва не стоил его здоровья. Пока он вытирался, его тело покрылось коркой льда, а волосы мгновенно замерзли. Я был в полной панике. Мое тело было в шоке от адреналина. Признается он после, отогреваясь в помещении, в то время как местный житель спокойно переодевался прямо на улице. Покидая Якутск с очередным легким обморожением носа, блогер сделал неожиданный вывод. Несмотря на суровые проверки на границе и смертельный холод, он нашел в этом ледяном аду человеческое тепло. Поездка в Россию с ее строгими правилами из-за военного конфликта оказалась более напряженной, чем сам холод. Но там, где я ждал напряжения, я нашел мягкость, помощь и человечность местных жителей. Подытожил он. Этот край, где водка замерзает, а люди нет, оставил у него неизгладимое впечатление не только экстремальной погодой, но и силой духа тех, кто называет это место домом. Вот такие новости, друзья.